Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить татарский беккен с тыквой. Это очень-очень вкусно. Для этого нам понадобится. Сегодня мы будем делать дрожжевое тесто. Одно яйцо, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара. Наливаем 200 мл теплого молока. Размешиваем. Добавляем 15 грамм сырых дрожжей. А если сухие, то 3 раза меньше. Все хорошенечко размешиваем до растворения дрожжей. Будем постепенно добавлять просеянную муку. Нужно будет замесить мягкое тесто. Сколько уйдет муки, я вам потом напишу. Но у вас может уйти больше или меньше, потому что мука у всех разная. Добавляем 70 грамм масла комнатной температуры. Оно мягкое, но не растопленное. Будем продолжать замешивать. Вот такое вот мягкое тесто замесила я. По этому рецепту получаются очень вкусные пироги. Попробуйте вы тоже приготовить. Это мой самый любимый рецепт. Сливочное масло при желании можно заменить маргарином, можно заменить растительным маслом. Муки у меня ушло 430 грамм. Вот здесь у меня было 500 грамм, 70 грамм осталось. Сейчас ее накрываем крышку, ставим в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится где-то 600-700 грамм тыквы, 100 грамм изюма, это по желанию, можете делать без изюма, кто не хочет. 100 грамм риса, рис еще сухой, не вареный. Сейчас я его отварю в подсоленной воде до полуготовности. Тыкву нарезаем мелким кубиком. Можно натереть на терке, кто хочет. Ну, мне кубиком больше нравится. Вот такие вот кубики. Тыкву я нарезала. К нему добавляем отварной рис. Добавляем изюм. Пол чайной ложки соли. Столовую ложку сахара. И все хорошенечко размешиваем. Это будет наша начинка. Наше тесто подошло. Смотрите, какое оно пышное, пушистое, очень-очень мягкое. Будем делить ее вначале пополам. А потом будем делить вот на такие кусочки.
Одну половинку пока уберем. Из этого будем формировать шарики. Вот такие вот шарики будем формировать. У нас получилось 12 шариков. Сейчас их накроем пленкой и оставим на расстойку примерно на 15 минут. Наши шарики постояли, немножко приподнялись. Сейчас будем делать беккен. Тесто раскатываем. Каждый кладем кусочек сливочного масла. Здесь у меня они по 10 грамм у меня. Добавляем начинку. Начинки должно быть много. И закрываем наш беккен. Край обрабатываем косичкой. Вот такой беккен получается, очень-очень красивый. Складываем на пергаментную бумагу противень. Готовые беккены смажем взбитым яйцом. Сразу в духовку не ставим, оставляем пока на столе минут на 15 для расстойки еще раз. Потом печем при температуре 180 градусов где-то 25-30 минут. Наш татарский беккен готов. Смотрите, какие они получились красивые, очень румяные, аппетитные. Сейчас попробуем одно разрезать. Очень-очень мягкие. Вот смотрите, какие внутри сочные, вкусные. Очень-очень вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить такие беккены. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.